Еще 2 года назад на сцене абхазского Русдрама должен был выступить первый профессиональный российский театр «Волковский». Но пандемия это событие отложила до 2022 года. И вот 2 мая в рамках программы «Большие гастроли» труппа посетила Абхазию. И вчера эти гастроли открылись большим успехом, спектаклем «Предстоящее событие» в постановке Сергея Пускипалиса, который присутствует на нашей пресс-конференции, которую вы прекрасно все знаете, и вся наша страна прекрасно его знает. И очень, конечно, мы рады, что он приехал вместе со своим театром вот в эти несколько дней, на эти несколько дней в мае в Сухум. Гастроли Волковского театра проходят в рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли», организованные Росконцертом по поручению Министерства культуры Российской Федерации. И эта программа уже несколько лет сотрудничает с Абхазией. И мы выезжаем, русский театр Абхазии, на гастроли в Российскую Федерацию, и к нам приезжают лучшие российские коллективы. Абхазскому зрителю Волковский театр привез 4 спектакля. Это «Предстоящее событие», «Калина красная по Шукшину», мелодрама «Земля Эльзы» и фолк-рок-мюзикл «Некрасов». Художественный руководитель театра Сергей Пускипалис отметил, что тем самым отражена большая часть репертуарной палитры. Мы очень рады оказаться в столь уютном театре, встретиться с очень теплым приемом. Сегодня мы были у вас в министерстве, разговаривали о разных волнующих нас темах. И нам кажется, что это очень важно, когда желания, скажем так, населения учитываются нашими руководителями, я имею в виду сейчас Министерство культуры Российской Федерации, Министерство вашей замечательной республики, когда вот эти встречные движения находят свою реализацию, и мы надеемся, что и сегодняшние, завтрашние, и послезавтрашние спектакли останутся для вас вот таким ореолом хороших впечатлений, дружбы, удовольствия, потому что действительно, как сказал Ираклий, что мы хотели представить сюда все, что у нас, так сказать, есть разножанрие такое, да, чтобы можно было современную драматургию, совсем современную, чтобы можно было с классикой, но все-таки это все у нас связано с направленностью по большей степени непереводной литературы. Заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Чельцова, по ее словам, давно ждала гастролей в Абхазию. Здесь она была еще 37 лет назад и вернуться планировала много лет. Какое роскошное солнце, какое роскошное небо, какое потрясающей красоты море. Я сегодня с 8 утра, уже взяв фотоаппарат, пошла все-таки гулять по вашему городу, поскольку много лет там, может, 37, 35, я уже здесь была на гастролях. И мы довольно долго гастролировали с Белорусским Гомельским театром. И тогда уже были потрясены тем вниманием, которое было проявлено к творчеству театра. Но то, что происходит сейчас, вы знаете, это не может, оно не просто радует. Вы меня простите, я, может быть, немножко так выспренно говорю все это, но я актриса, мне свойственно немножко все так, это не преувеличение. Вы знаете, удивительные люди, удивительные, которым хочется просто низко-низко покланяться. Ирина Чельцова выступит на сцене Русдрама в спектакле «Земля Эльзы». По словам исполнительницы главной женской роли, это мелодрама о любви. Наш спектакль, он про любовь. Вот как это ни звучит, может быть, для кого-то банально, но он про любовь. Про любовь взрослых, не буду говорить пожилых, но уже не молодых людей, двоих. Главное – это он и она. И то, как они начинаются, эти отношения, как они развиваются, эти отношения, и чем заканчиваются. Про жестокость детей, про резкость детей, и к чему может привести такое непонимание детей, что, оказывается,
право на счастье любить имеют люди и после 70 лет. Директор Волковского театра Айрат Тухватуллин отметил, что знаком с игрой актеров Росдрама, которые были на высоте и оставили яркие впечатления своей постановкой в рамках фестиваля русских театров зарубежья. За такое гостеприимство сделать официально при всех вам подарок, Ираклий, разрешите. Это наш такой небольшой подарок. Это, во-первых, книга Федор Григорьевич Волков, которая была издана совершенно недавно, в период пандемии. И, конечно же, так как театр давний, древний, 272 сезон мы сейчас уже практически заканчиваем. Ираклий, дорогой, хотелось бы вам вручить вот такой вечный календарь с символикой. Но это не просто вечный календарь, это как бы еще раз объяснение того, что театр вечен. 4 мая абхазский зритель в рамках больших гастролей Волковского театра увидит постановку «Земля Эльзы», а в завершающий день на сцене Росдрама премьера фолк-рок-мюзикла «Некрасов». Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абаза ТВ.